Здравствуйте! В эфире информационный выпуск Камшикшара. Я и мои коллеги из службы новостей готовы подвести итоги и рассказать о самых важных событиях в стране. И сегодня в выпуске. Вооруженные силы республики приведены в боевую готовность. Президент Аслан Бжани и министр обороны Владимир Ануа обсудили ситуацию в Украине и возможные провокации со стороны Грузии. В Сухуми идут работы по установке новых приборов учета электроэнергии. Сотрудники торгово-промышленной палаты Абхазии устроили для детей из ЛНР и ДНР праздник. Президент Аслан Бжани принял министра обороны Владимира Ануа. Обсуждались вопросы, связанные с ситуацией в Украине. Глава оборонного ведомства заверил главнокомандующего, что все поручения, данные в рамках заседания Совета Безопасности, выполняются. Ситуация на приграничной территории с Грузией полностью контролируется. Также в связи с проведением плановых военных учений вооруженные силы республики приведены в боевую готовность. Аслан Бжани указал на необходимость быть готовым к реагированию на любые провокации. Во встрече участвовали глава администрации президента Алхас Кейциня и заместитель министра обороны Надар Авицбам. Глава Луганской Народной Республики Леонид Пасечник поблагодарил президента Абхазии за признание независимости ЛНР. Этот важный шаг подтверждает вашу братскую поддержку нашей борьбы за восстановление исторической справедливости. Убежден, что это знаменательное событие укрепит дружеские взаимоотношения между нашими республиками и станет подтверждением гарантий для жителей Луганщины на свободу, развитие и достойную жизнь на земле наших предков, говорится в послании. Сотрудники торгово-промышленной палаты Абхазии посетили сухумский пансионат «Айтар», где размещены 93 беженца из ЛНР и ДНР. Представители ТПП привезли ребятишкам фрукты и сладости. Репортаж Эсмы Гуладзе. Танцы, подарки, сладости и детские улыбки. Среди беженцев ЛНР и ДНР, прибывших в Абхазию, более 50 детей. Возраст у всех разный. Кто-то до сих пор напуган, а кто-то рад, что не слышит взрывов и может спать по ночам спокойно. Чтобы подбодрить ребятишек, торгово-промышленная палата Абхазии устроила для них праздник с аниматорами, играми и угощениями. Это очень приятно, это настолько тоже неожиданно. Если честно, нас вот буквально за 15 минут до этого приезда сказали, что нужно выйти, и мы всех собрали, и дети настолько рады, вот они радуются. И нам самое главное, взрослым, самое главное, чтобы дети были счастливы. Мы хотели в детскую комнату везти, но вы приехали к нам сами, как детская комната, столько подарков, столько всего. У нас случилось такое горе, и вы с радостью нас приняли, за что мы очень сильно благодарны, и будем благодарны до конца дней наших, за то, что наши дети сейчас живут в спокойствии, могут спокойно спать, гулять, не боясь ничего. Вот. И сегодня еще организовали такой чудесный праздник для деток. Мой ребенок на данный момент улыбается, счастлив, и он забыл про все. То, что плохое он видел во время войны. Для детей были закуплены альбомы для рисования, книжки, раскраски, карандаши, фломастеры, мячи, бадминтонные ракетки и многое другое. Ничто не должно омрачать детство, тем более военные события, отмечают сотрудники ТПП. Руководство торгово-промышленной палаты незамедлительно отреагировало на приезд беженцев из ЛНР и ДНР, так как нам не безразлична их судьба. Это не первая благотворительная акция, которую проводит ТПП. Мы все не понаслышке знаем, что такое война и как важна поддержка в такой сложной ситуации. Мы и впредь готовы оказывать всяческую помощь нашим гостям. Улыбки не сходили с лиц детей, которые с удовольствием принимали участие в развлечениях. Руководство пансионата также предложило представителям палаты помочь с организацией досуга маленьким гостям. Эсма Гуладзе, Алексей Баструков, Абхазское телевидение. Жители Сухума оказывают посильную помощь беженцам из Донбасса, прибывшим в республику и размещенным в тургостинице «Айтар». Неравнодушные граждане приносят детские вещи, игрушки и сладости, напитки и игровой инвентарь, а также в большом количестве фрукты и цитрусовые. Сухумчане говорят, что не понаслышке знают, что такое война, и помощь жителям ЛНР и ДНР является их долгом.
В ближайшее время в республику доставят очередную партию оборудования для коммерческого учета электроэнергии, что позволит измерять количество потребленной электроэнергии и даст возможность дистанционно отключать недобросовестных потребителей. Контракт на поставку 1200 приборов учета был заключен в 2021 году. Это приборы компании «Матрица» и «Меркурий». Установка новых приборов учета в качестве пилотного проекта уже начата в Сухуми. Тему продолжит Гугуца Вардания. Вот уже около месяца в столице идут работы по установке приборов учета. Новые счетчики уже установили в 2 районах Сухума. В данный момент специалисты работают на улице Трапщ. Сейчас мы устанавливаем приборы учета по улице Трапщ. С начала февраля устанавливали по улице Эшба и ТП номер 70, так называемый Колос. По словам специалистов, они начали свою работу с этих улиц, так как здесь была огромная нагрузка. Например, в районе улицы Эшба только за 1 неделю произошло 3 возгорания на трансформаторных подстанциях. Как отметили специалисты, после установки приборов учета аварий не происходило. Кстати, по словам сотрудников Черноморэнерго, это для них большая помощь. Дело в том, что счетчики работают дистанционно и в случае перегруза отключаются сами. Эти приборы учета они имеют возможность дистанционного опроса. Мы через свой сервер в нашем офисе СВС можем контролировать расходы электроэнергии каждого абонента, у которого установлен этот прибор учета, и видеть его расходы электроэнергии, видеть его нагрузку. В случае превышения допустимой нормы нагрузки в нем стоит реле, который его автоматически отключит, чтобы не произошло оплавление провода и возгорание. Если абоненты задерживают оплату за потребленную электроэнергию, мы после уведомления данного абонента с просьбой погашения задолженности, если он будет игнорировать в течение 2 месяцев, мы также будем применять меры по временному прекращению подачи электроэнергии. В случае, если у абонента есть задолженность за электричество, то до установки счетчика ему предоставляется график погашения долга. Но при этом счетчик все-таки устанавливают с условием оплаты и за текущее энергопотребление. По словам специалистов, есть злостные неплательщики. Были неоднократные случаи, когда мы составляли судебные иски, передавали эти дела в суд и через суд взыскивали задолженности с данных абонентов. Это один из рычагов воздействия на злостных неплательщиков. Всего было приобретено 1200 приборов учета. В планах у правительства закупить еще большее количество приборов учета для их установки на территории всей республики. Гугуца Вардания, Михаил Братухин, Абхазское телевидение. 1 марта в 21 час на нашем канале состоятся теледебаты с участием кандидатов в депутаты Народного собрания от 25-го Мачарского избирательного округа. На прямой эфир приглашены Саид Харазия и Инар Сацба. Затем начнутся теледебаты с участием кандидатов в депутаты от 31-го Кындыкского округа. На прямой эфир приглашены Гарри Кукая и Резу Зантария. Также 1 марта состоятся теледебаты с участием кандидатов от 22-го Эшерского округа. На прямой эфир приглашены Фазлыби Авицба, Алмазхан Арзенба и Ахрасмер. Напоминаем, что телезрители могут присылать свои вопросы кандидатам на электронную почту. На 72-м году ушла из жизни старший преподаватель биолого-географического факультета кафедры экологии и морфологии животных АГУ Биана Тапагуа. Биана Джотовна более 40 лет проработала в Абхазском государственном университете. За это время она подготовила молодое поколение специалистов в области экологии и морфологии. Ректорат АГУ, профессорско-преподавательский состав и студенты выражают глубокие соболезнования семье, родным и близким. Теннис набирает популярность среди молодежи Абхазии, и с каждым годом любителей этого вида спорта становится все больше. Какие в республике существуют возможности для занятий теннисом? Какие трудности испытывают тренеры, воспитывающие юных спортсменов? Об этом в специальном репортаже Алики Трапш.
Теннис набирает популярность среди молодежи Абхазии. Несмотря на то, что в республике нет соответствующих условий для занятий этим видом спорта, с каждым годом любителей становится все больше. В настоящее время по всей республике есть только несколько площадок, где можно заниматься теннисом. Республиканская теннисная школа, носящая имя героя Абхазии Арзамета Тарба, была основана еще в 50-х годах прошлого века. На этой небольшой площадке 3 теннисных корта, и все они нуждаются в ремонте и восстановлении. Грунт – это основной вообще. Тут надо рыть и рыть еще, не знаю, сколько там, 1,5–2 метра. Тут грунт надо поднимать, дренаж надо поднимать. Тут не так все просто. Нужны, конечно, большие средства. Даже при мне, когда я здесь работал, хотелось бы, конечно, что мало средств, к сожалению, надо говорить правду, мало, не хватает средств. А теннис – это самый дорогой вид спорта считается. Вот, и поэтому, к сожалению, нам не удалось не только возобновить, а построить, довести до ума наши теннисные корты. По словам Даура Киут, в теннисной школе помимо любителей этого вида спорта занимаются от 120 до 150 теннисистов. В школе есть бесплатные занятия и индивидуальные платные, когда ребенок занимается с тренером дополнительно. Вообще, конечно, бесплатно должны заниматься по часам, скажем, вот после вечера, например, после 6 вечера, да, если тренер работает именно здесь, там у нас Акуция, там Елизабет или там Татевасян Артур, они работают именно у нас. Они не имеют права брать с детей деньги, денежные средства, если они здесь работают. А если ребенок хочет дополнительное занятие, это не страшно, то есть, соответственно, надо платить деньги. Скажите, а вы этим тренерам зарплату выплачивает госкомитет? Вот кого я сейчас назвал, Татевасян Артур, он получает у нас зарплату, сейчас небольшую зарплату, но получает зарплату. Но в основном наши дети, они хотят более дополнительные занятия. То есть бесплатная группа, есть платная группа. Иногда, конечно, недовольны родители, потому что они говорят, вот там мы не можем платить, а ребенок перспективный, что делать? Мы не можем его на улицу выгнать, понимаете? Поэтому, когда тренер работает, тренер воспитывает в первую очередь своего подопечного, он должен понимать, что деньги, это, конечно, это не стыдно, зарабатывать, но когда ты занимаешься в спорте, надо душу вкладывать своего подопечного для того, чтобы его поднять хотя бы на международный уровень. Стоит отметить, что в Абхазии нет крытых теннисных кортов, поэтому зимой дети не могут заниматься на существующих площадках. Не позволяет грунт. По словам Даура Киут, несмотря на все трудности, в госкомитете оказывают всяческую поддержку юным теннисистам, выезжающим на соревнования за пределами республики. Если говорить о развитии тенниса в данное время, то у нас по чуть-чуть, какое-то идет продвижение. Мы хотим, у нас есть желание ездить на соревнования. Всячески помогает, конечно, и Джамал Рядович Губаз, в лице него говорю, и федерация тенниса Абхазии Тамаз Абгаджава. Командировочные расходы – это проезд, питание, проживание, взносы. Нахождение их на территории Российской Федерации. Из-за отсутствия крытых теннисных кортов в холодное время года тренеры вынуждены проводить занятия с детьми в спортзалах общеобразовательных школ. Мы попытались связаться с директором республиканской теннисной школы Елизабет Акуция, чтобы узнать, с какими трудностями они сталкиваются в своей работе. Однако она отказалась говорить на камеру. По ее словам, в течение 8 лет она неоднократно озвучивала проблему отсутствия крытых теннисных кортов. Однако ситуация не сдвинулась с мертвой точки. Главный тренер сборной Абхазии по теннису Саид Беби уже много лет занимается с детьми. По его словам, с каждым годом любителей этого вида спорта становится больше и очень много талантливых детей. Однако соответствующих условий для проведения полноценных занятий нет. Если воспитывать профессионала на сегодняшний день, то без крытых кортов это будет невозможно. Даже открытых, искусственных на сегодняшний день очень мало. Их практически нет. Там один корт в Ишерах есть, один корт в Пицунде есть. И есть сегодня в Самшитовой роще теннисный корт крытый. Это единственный на сегодняшний день крытый корт, но он находится при пансионате, там нам дают возможность тренироваться. А на сегодняшний день, допустим, если столицу учитывать, то здесь нету крытого корта. Здесь очень много детей, и не только детей. Я думаю, на сегодняшний день, если будут крытые площадки, которые будут оснащены полноценно, то и взрослые также могут заниматься. Касаемо госкомспорта, на сегодняшний день председатель Джамал Губаз у нас, он делает все возможное, чтобы помочь теннисистам, и не только теннисистам, но и всем видам спорта.
Вот. Также у нас и проблемы не только в крытых кортах, это в дальнейшем и инвентарь, это мячи, это струны, это ракетки, это кроссовки. То есть на сегодняшний день, если даже есть талант, и он из неблагополучной семьи, то очень тяжело, даже невозможно воспитать из него теннисиста, потому что очень много затрат уходит на это. В зимний период тренеры вынуждены находить всевозможные варианты для занятий. Школьные спортзалы или же открытая площадка, как, к примеру, это. Сделали вместе с родителями, с родительским комитетом, нам предоставил директор колледжа возможность заниматься здесь. Мы сделали на волейбольной площадке, здесь баскетбольная. Мы расчертили линии, как бы там дальше есть у нас еще в планах фоны повесить там, и так далее. Не знаю, государство тоже обещали помочь нам, чем смогут. Ну, как-то сегодня так. В недавнем интервью программе «О спорта Дуней» на абхазском телевидении председатель Госкомитета по делам молодежи и спорта Джемал Губас прокомментировал ситуацию с теннисными кортами в стране. Касаемо в честь которой корты названы Дарба, да, они не в ужасном, а в плачевном состоянии. Я уже не раз обращался и просил, я думаю, что мы с ними что-то придумаем, но есть корты, которые тоже на балансе, да, и до меня как-то они не отданы в аренду, да. Столько нарицаний, столько приходит родители с детьми, что не хватает, мы не можем, государство построить, мы не можем на этих кортах выступать. Я думаю, что в ближайшее время мы сделаем очень серьезные выводы по этим кортам, позовем там, кто там, разберемся по документам и будем на этих кортах, я думаю, что будут, не думаю, уверен, что будут тренироваться наши дети, пока лучшие корты мы имеем здесь в Сухуми, на набережной, и плюс вы знаете, что большие международные турниры проводятся и в Гаграх. Вот то, что имеем, мы будем использовать. И, конечно же, как всегда, нужно, чем больше кортов, тем лучше. Обязательно они нужны, еще больше. После выхода в эфир интервью Джемала Губас к нам в редакцию обратился мастер спорта Беслан Ашуба, который является арендатором теннисных кортов по проспекту Аяйра. По его словам, информация, прошедшая в эфире ГТРК, не соответствует действительности. Мы попытались разобраться в этом вопросе. Теннисные корты по проспекту Аяйра, состоящие из 3 сооружений – теннисного корта, футбольной и баскетбольно-волейбольной площадки, были переданы Госкомитетом по физкультуре и спорту в аренду индивидуальному предпринимателю Тенгизу Корва в 2016 году. На тот момент председателем комитета был Баграт Хутаба, который сейчас является послом Абхазии в Сирии. Мы обратились к нему, чтобы узнать, почему гособъект был передан в аренду. Баграт Рашевич пояснил, что не против рассказать подробности, однако по протоколу МИД ему не положено давать такого рода комментарии. Согласно договору, теннисные корты переданы в аренду на 25 лет. Директор теннисного клуба АПА Беслан Ашуба рассказал, что когда они брали объект в аренду, он находился в плачевном состоянии. Как такового теннисного корта здесь не было. Пришлось все обустраивать практически с нуля. Мы своими силами, со своими друзьями, с братьями, с единомышленниками, общими усилиями занялись ремонтом данного объекта, данных кортов. 3 года как сделан здесь корты. Много еще нужно делать для людей, не занимающимся и нехорошо знающим специфику тенниса. Может быть, все выглядит очень красиво и хорошо, но многих вещей еще не хватает. Здесь кортов, можно сказать, не было, была территория. Да, основа была заложена, и спасибо тем людям, которые здесь немало усилий приложили и заложили все это, понимаете. Если бы не было этого, и кортов сегодня тоже здесь не было бы. Арендаторы своими силами провели масштабные работы по восстановлению теннисных кортов. Для этого были привлечены специалисты из России. Стоит отметить, что покрытие теннисного корта имеет немаловажное значение, а именно влияет на отскок мяча и динамику передвижения игроков во время игры. Вот почему на кортах важно качественное покрытие. В теннисном клубе АПА корты покрыты натуральным грунтом. На нем играют только в теплое время года. Когда покрытие влажное, тренировки приостанавливают. Если солнце и погоды нам позволяют, это плюс 14 и выше, когда температура воздуха и когда погода стабильная, тогда на кортах работать можно. Но когда выпадают осадки и становится холодно, на кортах работать прежде всего небезопасно.
Директор теннисного клуба «Аква» Беслан Ашуба отметил, что со своей стороны выполняет все пункты договора аренды, своевременно выплачивает налоги и арендную плату. Беслан Ашуба особо подчеркнул, что несмотря на большие финансовые затраты, они не занимаются коммерческой деятельностью. Главная их цель – развитие теннисного спорта. Арендная плата, как мы уточняли и узнавали, она идет напрямую в госбюджет, конечно. И задолженности у нас в этом направлении нет. И все, что мы здесь используем, мы используем в прямом целевом назначении. Вот. И коммерческой деятельностью, если это интересно, мы коммерческой деятельностью не занимаемся. Да, мы взимаем арендную плату. Это арендная плата для определенной категории людей. Это когда приходят любители. Это когда приезжают люди издалека, которые просто хотели бы поиграть в теннис. Но это арендная плата. Если вы знаете, интересовались когда-либо, какие существуют аренды за корта, да, эта арендная плата мизерная. Мы 2 года более чем 350 рублей за аренду корта в час не брали и не берем. Чтобы вы понимали, арендная плата. Арендная плата, еще раз подчеркиваю, распространяется далеко не на все категории. Мы не взимаем денег с детей, мы не взимаем денег с людей с ограниченными возможностями. Арендаторы теннисных кортов пояснили, что для них главное предоставить качественные услуги посетителям кортов. Поэтому они выстраивают взаимовыгодные отношения с тренерами, выделяют нужное им количество часов для занятий с детьми. Тренера вносят плату для того, чтобы корты эти были всегда в надлежащем состоянии. Потому что положение вещей сегодняшних, да, то, как они сегодня обстоят, материальная прибыль, скажем так, которая есть сегодня, она не позволяет нам покрыть расходы и заплатить месячную зарплату одному рабочему. У нас сумма не почасовая, говорим о взаимоудобных, скажем так, формах, понимаете? То есть мы всегда идем друг другу навстречу и только так выстраиваем. У нас нет такого, что вот вы дадите нам определенную такую ставку и все, мы никого в этом смысле не тушим. На берегу у нас 5 кортов, мы тоже там занимаемся, но они, да, предоставляют нам часы. Но там покрытие, оно новое, как бы, то есть там еще работать нужно над ним. А открытые корты, вот грунтовые, они имеют свойство, то есть укладки, усадки там, то есть и после каждого, допустим, весеннего, там, осенне-зимнего периода эти корты нужно подготавливать. В теннисный клуб «Аква» могут прийти на занятия не только профессионалы, но и любители. На корт их пустят только в определенной амуниции. Однако следует отметить, что с них будет взиматься почасовая оплата. Клуб проводил различные мастер-классы для детей с участием мастеров тенниса Амины Аншба, Алена Авицба, Анастасии Мыскиной. Также сюда приезжали представители крупнейшей компании «Баболат», которая производит теннисный инвентарь. Руководство клуба занимается и благоустройством прилегающей к объекту территории. Более 200 корней различных деревьев и кустарников были высажены по периметру спортивных площадок. Впереди еще немало задумок, которые предстоит реализовать. Мы решили в этом году сделать освещение на 2 кортах. И мы обязательно это сделаем и поменяем линии на кортах, которые до сегодняшнего дня не были поменены. Есть где поменяли, но есть где корты не поменены, они перебраны, они переделаны, там много с ними было волокит. Построить на территории теннисного клуба «Аква» закрытый корт не представляется возможным, не позволяет площадь объекта. Чтобы проводить турниры в высших категориях, должны быть выдержаны определенные стандарты, то есть должно быть 5 кортов. Беслан Ашуба подчеркнул, что они делают все возможное, чтобы теннис развивался в республике. В кортах занимается на сегодняшний день не менее 50 детей. И говорить о том, что у наших детей нет возможности, и кто-то, где-то, как-то, до меня, непонятно как, непонятно кто, непонятно где, отдали, не дает детям возможности. Это неправда, это не так. В договоре аренды четко прописано, что он, как руководитель целой организации, да, обязуется оказывать всяческое содействие. Никакого содействия мы не видели и не видим. Несмотря на тяжелую обстановку, нехватки как бы крытых кортов, мы пытаемся вести переговоры с академиями, которые находятся на территории Российской Федерации и не только на территории России, чтобы детей, которые выделяются, которые есть, чтобы они все, что наработали, не пропадало, чтобы они имели возможность за пределами республики хотя бы в холодное зимнее время
понимаете, тренироваться и работать. Мы заняты только такой работой. Мы занимаемся работой только направленной на то, чтобы развивать теннис в нужном и правильном направлении. Большой теннис – один из самых популярных в мире видов спорта. И так получилось, что юные спортсмены из нашей страны не только увлекаются теннисом, но и показывают отличные результаты на международных соревнованиях. Их успех – хороший стимул, чтобы создать молодежи необходимые условия для тренировок. Аля Катрапш, Тимур Гогохи, Абхазское телевидение. Сразу после новостей на нашем канале начнутся теледебаты кандидатов в депутаты Народного собрания от 17-го Лыхнинского округа. На прямой эфир приглашены Фарид Кобахи и Ислан Лакоба. Затем начнутся теледебаты с участием кандидатов в депутаты от 21-го Новоафонского округа. На прямой эфир приглашены Мадина Будба, Ахра Пачулия и Натали Смер. А в завершении выпуска о погоде. По сообщению Гидромедцентра, в первый день весны 1 марта на территории Абхазии ожидается облачная погода. Ночью без осадков, днем умеренный дождь, переходящий в ливневый. Местами возможна гроза. Температура воздуха ночью 4-9, днем 7-12 градусов тепла. Температура морской воды плюс 9 градусов. На этом информационный выпуск Ам Шимшара подошел к концу. Всего хорошего. До свидания.